Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасының серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам. Небетеке 30-дақа ечерсінде Қырым ве Қырым этрafındaки хаберлеріні музакере еттейджекміз. Яйнымызға қошылыңыз. Экранларыңызға режиссерларыма телефон номерасыны тақдим ете. Сізні мерақландырған суалеріңіз пейдалса, студиямызға телефон шмаға имканыңыз бар. Менісе студиямызға тешриф бұрған мұсаферні тақдим етмеге мемнюным Алия ханым Ибрагимова, тарихчы археолог. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям, хош болдым. Алия ханым, чоқ вақыттан берле біз Бақча сарайдаки бізім edebiyatımızla bağlı, bizim tariximizle bağlı, bizim bütün geleceğimiz ve eskimiz ile bağlı Han Sarayımız hakkında malumatlar alamadık. Anda işte bir vakitlara bu restovrasyon faaliyetler, sözde restovrasyon faaliyetler işgalciler tarafından yapıla edi, yapılmağa da devam etti mi? Alida bugüne kadar vaziyet nedeni ibaret bizlerge tarif etiniz lütfen. Я бы хотела на эту тему говорить на русском языке, чтобы она была доступна, эта тема для всех. Она волнует всю Украину, не только крымских татар. Дело в том, что в первую очередь я хочу выразить огромную благодарность вашему телеканалу за такой живой интерес постоянно к этой теме, вы ее постоянно поддерживаете. Это большая польза как бы для нас и в деле продвижения Ханского дворца в основной список памятников ЮНЕСКО. И в то же время это как бы моральная поддержка для тех людей, которые проживают в Крыму, и для которых это тоже вопрос такой очень тяжелый и больной. И тем более, что в тех условиях они ничего не могут предпринять для того, чтобы предотвратить те процессы, которые сейчас там происходят. А что, собственно, что происходит? Ну, достаточно хорошо вы информировали в предыдущих своих передачах то, что там происходит. На данный момент как бы работы заморожены в связи с какими-то объективными процессами, которые происходят сейчас в мире. Но я просто хочу еще раз повторить. После того, как разрушили и разобрали стену, разобрали кровлю над мечетью в Ханском дворце, дальше работы были сосредоточены над возведением металлоконструкции весом 90 тонн над всем главным корпусом Ханского дворца. После того, как эти металлоконструкции возвели, с верхних частей этих конструкций такие опустили какие-то матерчатые, это может быть брезент, может какие-то другие материалы, какое-то покрытие, которое с 4 сторон закрыло вообще обзор Ханского дворца из окрестностей Бахчисарая. То есть он совершенно невидимый, закрытый теперь этот корпус. Но я просто знаю, что кровлю над главным корпусом еще в прошлом году сняли черепицу, сложили ее в Ханском дворце за Персидским двориком, в одном из дворов, который в экскурсионном порядке не используется. И вот все это вот в таком состоянии сейчас и находится. Во-первых, в мечети внутренние работы не проводили по реставрации. Вот сделали это покрытие современной черепицы испанской, и на этом все остановилось. В прошлом году я была в Крыму, ходила на встречу с директором заповедника Мартынюком Вадимом и спрашивала его, где же вот находятся те вещи от интерьера мечети, которые там находились. Плафон, очень уникальный. Потом вот эта люстра, которую мы заказывали, следуя иконографическим материалам. Он сказал, что нужно обратиться к имаму. Вот там есть Сабри Эфенди, имам этой мечети. Я к нему тоже с этим вопросом обратилась. Он сказал, что он не в курсе, что нужно обратиться в муфтият и спросить у муфтия. Но муфтия я не видела, вот я имею в виду вот бывшего муфтия Крыма. Потому что у нас сейчас другой муфтий, вновь избранный. Но, тем не менее, вот этот вот экс-муфтий, он как бы принимает участие в этих вот процессах. Например, они претендуют на территорию заповедника возле Занджирле-Медресе. Почему меня это тоже волнует? Потому что там находилась археологическая база нашей экспедиции.
вот когда вот еще проводились архитектурно-археологические исследования, мы уже 15 лет исследовали эту территорию, и там вот это двухэтажное здание мы использовали, на втором этаже жили студенты, которые приезжали на раскопки, а на первом этаже мы создали одну из лучших лабораторий для сохранения находок, которые вытащили из Дюрбе-хана Хаджигерая. Уникальная коллекция тканей там находится, шел процесс реставрации этих тканей, и они там в определенных условиях находятся. И в прошлом году ко мне обратились с вопросом, что же делать с этими тканями, потому что на это здание претендует муфтият, и якобы нужно освободить лабораторию. Я очень удивилась. Я говорю, ну это же наше национальное достояние, неужели им так все равно? И так нужна им эта лаборатория, чтобы эти ткани просто выбросить неизвестно куда, чтобы... И для чего вообще им это помещение? Что они там хотят себе сделать? Гостиницу там или офис какой-то? Вот. Тем более, что они же, вот это двухэтажное здание, которое было построено при Исмаиле Гаспринском, они его использовали якобы как бы для муфтиата. Хотя там никто никогда не появлялся, никто там не работал, и никаких признаков каких-то их появления там не было. И что сейчас лаборатория? Вот, и эта лаборатория пока что закрыта, но в этом вопросе мы нашли понимание с директором. Он говорит, я буду отстаивать, чтобы мы не освобождали эту лабораторию, потому что там просто нет даже такого помещения, таких площадей, чтобы эти ткани переместить. Там же 18 погребений, мы с 18 погребений ханских, мы вот эти вот остатки тканей вынесли еще в 2009 году и в 2008 году после раскопок, для того, чтобы сохранить. И эта лаборатория была создана с современными требованиями лабораториями. Стеклянные полки, там были кондиционеры, определенная обработка их. И я была совершенно против. Но я думаю, что пока что они там и находятся, в этой лаборатории, потому что если бы что-то такое произошло, наверное, бы я узнала через своих друзей. Чем, по-вашему, грозят вот эти псевдореставрационные работы, которые проводят оккупанты? Понимаете, дело в том, что вот возведение вот этой металлической конструкции, очень тяжелой, они были построены на бетонных площадках, которые были залиты вокруг главного корпуса. Это, во-первых, это балка, по которой течет река Чуруксу. То есть это уже как бы пласты грунта, которые не опираются на скальные породы. Это балка, то есть это разлом, который двигается. И вот эта такая тяжесть, она будет способствовать тому, что будет проседание грунтов, и, соответственно, будет фундамент ханского дворца постепенно трескаться, что повлечет за собой разрушение стен и так далее. Но это будет такой медленный процесс, но это вот это движение, оно будет повлечет за собой разрушение, в общем-то, всего главного корпуса. Я bunu tamirlemek imkanları olacak mı? Укрепление фундаментов. А это укрепление фундаментов мы провели уже еще в те годы, когда исследовали дворец. И там положение было нормально. Но в связи с тем, что вокруг залили вот эти фундаментные площадки, на которые воздрузили эти бетонные опоры и металлическую конструкцию в виде моста над всем главным корпусом ханского дворца, то представьте, какая тяжесть давит, в общем-то, вокруг на вот эту всю площадь. А со временем, возможно, как-то восстановить эту аутентичность можно будет? Если разобрать вот эту металлоконструкцию, после этого укрепить фундаменты, те трещины, которые появятся, то, конечно, я как раз работаю вот над теми отчетами более подробно, чтобы опубликовать это все. Я же копала главный корпус ханского дворца, чтобы был материал, на который можно было опираться, для того, чтобы в будущем проводить там реставрационные работы.
Шуны да сурайжақ едім, бұл менің білгеніме көре, сіз де мана бұл ақта айттыңыз, демек ханлар сарайы ЮНЕСКО-ға кіріш için шымдылік онжелік бойле жетвелерінде мевжут екен. Яғни шымды бой жғаджылерінің япқан сөзді реставрацион фаалиетлерінден sonra ханлар сарайының ЮНЕСКО-ға кіріш имканлары неден ибарет ве бұл йоңелеште шымды не япыла білмейм. Шымды медениет назирлігі, Украинада болынған медениет назирлігі бір ишлер япамы бұл йоңелеште? Насыл фаалиет? В Министерстве культуры Украины мы нашли понимание в этом вопросе, и в этом году подается новый проект по созданию нового досье для подачи в ЮНЕСКО. И также Министерство иностранных дел тоже, в общем-то, задействовано. Я в этом вопросе как бы опиралась на те сведения, которые давала Эльмира и Эмине Джипар. И вообще мы как бы сотрудничаем в этом направлении. Что сейчас от нас зависит? Мы должны заново переписать вот это досье, которое подаем ЮНЕСКО, с учетом уже тех реалий, которые произошли на территории Ханского дворца. И заново подавать будем этот проект, и уже он будет вноситься в раздел памятников, которые находятся под угрозой уничтожения. То есть вот в ЮНЕСКО есть такой раздел памятников, потому что это же... То есть вот эти реставрационные работы — это угроза уничтожения? Да, безусловно. И это касается не только Ханского дворца, и других памятников. Но сейчас нам самое главное, чтобы Ханский дворец вошел в основной список памятников ЮНЕСКО, потому что это уже как бы международная защита, и нельзя как бы принимать однозначные какие-то решения в деле реставрации. Сейчас реставрационные процессы происходят под руководством Министерства культуры Российской Федерации. И там даже, в общем-то, сама администрация музея, заповедника роли не играет, потому что все исходит от Министерства культуры Российской Федерации. Насыл түшінесіз? Біз бұл қадар еллардан берлі Ақатенде хан сарайының ЮНЕСКО-ға кірішіні беклейміз. Бұл атта Қырым ишгал етілмезден евел біле бұл беклентілер бар еді. Шымды, яғни бұл кірішінің ихтималы не қадар? Я поняла. Понимаете, сама процедура в ЮНЕСКО, вхождения в ЮНЕСКО довольно долгая, потому что там есть определенные требования. Самые основные требования были по отводу земель заповедников. Потому что он не только территория Ханского дворца входит как бы в основной список, но и вся вот эта вот историческая среда, которая окружает Ханский дворец. Это и старый город от Ханского дворца, включая территорию Чуфуткале, Зенджили Медресе, и Дюрбе, и памятники, которые окружают Ханский дворец. И даже часть памятников, которая находилась на Азизе, она тоже входит вот в этот проект. И очень долгий процесс занял отвод земли под заповедник. Это обсуждение в Горсовете Бахчисарая, и не всегда они решались очень быстро. Вот. И даже вот эта территория дворца, где находятся сады, и Дюрбы Диляры-Бекьеч, оно находилось в городском подчинении. Это потом, это мы уже включили все, в 12-13 годах включили в территорию заповедника. И вы понимаете, это были силы, которые были, в общем-то, работали против нас. И эти силы себя уже проявили в 2014 году. Вот это крымское правительство, оно, в общем-то, не было заинтересовано в том, чтобы Ханский дворец вошел в основной список. Они говорили, что вот нужно, чтобы не татарский памятник в первую очередь вошел, а пусть лучше любой другой, и выставили Херсонес. Вот Джарты, вот, когда был в правлении, он был категорически против того, чтобы Ханский дворец входил. Хотя конкурс выиграли мы, предварительный список, еще тогда. И мы должны были первыми проходить в этот список. Но внесли все-таки Херсонес. Херсонес прошел, и мы шли следом. В 2014 году, когда досье в феврале подали, и через месяц началась уже оккупация, ЮНЕСКО нам вернули с замечаниями этот проект, довольно незначительными. И если бы вот эта рабочая группа, которая работала в Киеве над этим проектом, она сразу бы эти изменения внесла и подала заново, они бы приняли. Но вот эта всеобщая растерянность, которая была в 2014 году и в правительстве, в Министерстве культуры, в Министерстве иностранных дел,
Этот процесс затянулся до сегодняшнего дня. Мы неоднократно с этим вопросом обращались и в Министерство культуры, и в Министерство иностранных дел, чтобы продолжать эту работу. Ну, понятно, что теперь, поскольку досье надо переписывать заново, и не только переписывать, там новые чертежи надо готовить по тем вот разрушениям, которые были проведены. И у нас целая новая глава добавляется к этому досье. Потом это надо переводить на английский язык и так далее. То есть нужны какие-то материальные вложения, наверное, новые. Хотя мы бы могли это и без этого сделать. Но процедура такова, что она должна пройти через вот эти два министерства. И когда утвердится вот это все, вот эта вся бюрократическая ниточка, мы это досье в ЮНЕСКО будем отправлять. Çok sağ olunuz Aliye Hanım. Çok memnun oldum. Çok olmasa da bu meseleni ko'tarib laf etganimiz uchun arxeolog tarixchi Aliya Ibragimova studiyamizning musafiri edi. Teşekkürler bizim yayınımızga ise Bekir ağa Mahmud Qo'shila, Qrim Tatar Milliy Meclis a'zosi. Bekir ağa, assalomu alaykum. Allo, Bekir ağa. Evet, işittim. Şimdi eshitamiz. Eshitdiniz bizim suhbatimizni. Aleyküm selam, evet, sağ olunuz. Mına Xan Saray meselesi hakkında laf etedik. Ne düşünüyorsunuz buna işgalcilerin yapkan bu sözde restovrasyon faaliyetinin tehlikeleri neden ibaret? Birinciden, evet, men belesem anda mütehassıslarla beraber bizim cemaatçılığımızın celp etmek gerekedi. Cemaatçılığımız degende de elbette bu meselede yaxşı anlagan, misal üçün medeniyet şinaslar, tarihçiler, kurucular, şubesiz. Bana Edem Bey Dudakov çok öyle bir faaliyet göstergen edi. Memurlarımız olsun sabık ve böyle bilesiz ne diyeyim işte böyle şekil misal için togerek masak gibi ya da bir konferansiya gibi öyle tedbir ötkerilmedi. Başladılar işte böyle bir kinoda aydalardı voluntaristik bir usulle yanaşmağa bu meselege. Yani bütün bu meselenin içine kirgen faktörlerini hesapka almay böyle bir memuri usullarının yanaşıp başladılar pek ciddi öyle kararlar almağa. Buna belesem elbette bu başından işte yanlış yolu budur diyeyim. Ve elbette bana şimdi Aliye Hanım çok sağ olsun daha bir kere hepimizge hatırlattı. Bu bizge ayak çalınıp da bu en bizim büyük tarihi medeni abidemiz UNESCO'nun cedveline kirmegenini çok yaramay taraftan gene de bizge çalıştı. Ve şimdi buna işitkenimiz gibi bu belli edi ki böyle bir muhaddis abidemiz acınlıklı aldı. Umut etem ki şimdiki bugünkü Ukrayna hükümeti de bu yönelişte böyle faal hareketler yapar ve biz bunun neticelerini, müsbet neticelerini görürüz. İnşallah. İnşallah. Buna Kırım etrafında laf ederken de siz de bilesiniz bugünleri pek faal şekilde bu tizleyecek Kırım kaytarılğı boyunca platforma müzakere etili. Bilmem, memurlar tilinden iştemiz nutkundan çeşit türlü siyasetçilerimiz, bizim liderlerimiz, herkes bunun hakkında ayta. Men öğrenmek isterim aslında Kırım'da bu teşebbüske vatandaşlarımız nasıl bakarlar? Tizleyecek bu Kırım platforması sizin şahsi düşüncenizge göre semireli olacak mı mana Kırım'ın kaytarılığında ve ilahire ve kötürülecek çeşit diğer mühim suallerde? Birinciden öyle hakikaten de bir ne diyeyim işte salmaklı ve maksatkar teşebbüsünün mında geniş tarqatılması endemen müzakere olmasını aytmayayım. Ona mında gerekli şaraitler elbette yok. Ve mümkün çünkü onu anlamanızga göre birden kabul edecekler Rusya'nın bugünkü sınırlarına, bu toprak territorial bütünlüğüne suikast gibi bu böyle bir cinayet gibi bunda kabul oluna. Onun için cemaat bunu tek şimdi
böyle bir informasyon şekilde ve elbette en evvela Ukrayna haber vasıtalarından okup da böyle tüp tamirden bekim özne tasavvur etmegendir. Zaten Ukrayna'nın özünde de şimdi de nasıldır bir şekillenu böyle bir basamağında bulunmaktadır. Onun için o nasıldır bir endi konkret ve belli bir tedbirlerden ibaret olgan son onu evet men belesem mında Ukrayna hakimiyetinin tedbirleri gibi değil de o biraz genişçe ve halkara teşkilatlar tarafından kol tutulup ve onların vasıtası ile başlasa mında anlatılmağa, aytılmağa, teşvikat edilmege o takdirde elbette bizim cemaatimizde de imkan olur onu genişçe böyle bir tarqatmağa, korkmayıp aytmağa, halkara teşkilatların statusu o bir, Ukrayna hakimiyetinin statusu o başka ve bilirsiniz Rusya'da o biraz depşe düşman gibi düşmanın fikri, gayesi, teklifi gibi kabul oluna. Ama aslında onun adı biz için kıymetli. Herhalde biz bunu 6 yıldan beri bekliyoruz. Çünkü Kırım Tatarlar da 2014 senesi bu gibi bir platformanın tızılığı mühim ve gerek olganı akta bildirgen ediler. Ve ne isem 6 yıldan sonra endi umut etem bu platformanın tızılığını biz görecekmiz. Gelecek sene endi bu platformanın sammiti ötkerilecek dep aytalar bizim siyasiçilerimiz ve Milli Meclisinin de bu İşte platformanın tuzuluvunda rolünü nasıl görüyorsunuz? Sizin düşüncenizge göre nasıl Milli Meclis bu rolge, bu platformaga dahil olacak? Nasıl şekilde çalışmalı, ne yapmalı? Nasıl görüyorsunuz bu faaliyetini? Bugünkü vaziyet ile rahatsızlangan her bir vatanperver insanın bu tedbirlerde, teşebbüste yeri olabilir. Benim fikrimce mında büyük meselelerden biri, bakınız, bana endi yakında Birleşken Milletler'in 3. komiteti yanı Kennedy gayrıdan endi 6. kere hazırladı. Çok salmaklı, çok derin, çok talili, böyle bir keskin de belli derecede keskin de demem mümkün. Anda tek kiriş kısmı 50 böyle bir maddelerden ibaret. Karar alıcı rezolüsyon kısmı da anda bir 15'e yakın keskin öyle salmaklı tekliflerden ve tekliflerden de gayrı böyle bir tesir edici ve becermege buyurgan gibi öyle bir maddeler var. Ama bu Birleşken Milletler Teşkilatı ve o sözler mında düşkende sanki bilesizin bir olmayacak vesika, olmayacak bir Birleşken Milletler'in vesikası değildi. Sanki bir jekin çıkargan bir kararı gibi kabul oluna bazıları kuleler, bazıları tenkit edeler. Onun için mında anda bu Kırım platforması çerçevesinde nasıl kararlar, nasıl tedbirler de alınsa ben belesem onun semereliğini, maksatka barıp yetmesini, onun ameli tarzda becerilmesini düşünmek gerek. O ben şimdi bu rezolüsyonu ne için hatırladım ve aytan bu yerde bu platformadaki gayelerin de bana böyle takdiri beklemesin. O da barıp bu alga uğramasın deyip bu tarafını düşünmek gerek. Yani sadece sözlerde değil de yani sadece destek sözlerini eşitmeyip bu destek sözlerinin endi bir amelge yani bir hareketke geçirilmesi hakkında aytasız doğrulanmak. Doğru. Ne teklif olsa da nasıl bilmeyeyim nasıl fantastik absürt olamalı lakin biz bilemiz bu şey buna doğrusu böyledir. Onun
gayeden de ve şekil cihetten böyle bir ayın güzel, salmaklı, tesirli ve formal cihetin bilmeyeyim bütün bir öyle yaxşı kalıpka düşmesinden gayrı onun becerilmesini ve amelde geçirilmesini düşünmek meselesinin tarafını netmek gerek, en öyle bakmak gerek, düşünmek gerek. Bu halkara teşkilatlarının Birleşken Milletlerinin rezolütsiyası hakkında aytıp geçtiniz. Şimdi bu platforma meselesi müzakere etili ve ilahiriye ve biz görüyoruz ki Rusya ne yazık ki aslında bu alıngan kararlarga böyle bakmay, pervasız kala, lakayt kala dep aytsam da olacak. Yani ona bir tesir etme imkanları başka bir şekilde aslında var mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani siz bunu koruyorsunuz mu? Çünkü birçoklarının buna işancı aslında yekünlene bitemini dep aytmaga mümkün. Onun yolları yani bu Birleşken Milletler kabul etken çokluk reyinin kabul etken salmaklı vesikalarının becerilmesi. Evet, o ende çok kereler aytıldı ve biz görüyoruz ki bu cereyan, bu yöneliş nasıldır bir genişlene ve daha da bir belli derecede keskinleşe bu nasıl tesir etmeye mümkün? Gene de mında aklına sanksiyalar geleşti. Nasıl yadro silahı olan devletke kaysının işte çok başka devletler sakınalar, iktisadi bar nasıl bir mında menfaatlar ve bağlar meseleler, mına bu şeylerin nasıl bulardan atılıp geçip de nasıl ona tesir etmeye mümkün, nasıl onu kondurmaya mümkün, nasıl bu böyle edepsizlik, maskaralık gibi görüngenin ona nasıl kafasına eğer de işte bu devletin bir mihi kafası olsa nasıl anda tesir edip nasıl ona bu şeyler belli derece cinayet olan nasıl ona anlatmam mümkün? Ya beklemek işte hakimiyet değişmesini ya da yine bazı mına Rusya'nın özünde muhalefet güçleri aytkanıday Rusya'nın bu imper maddesini toktatmak için ya da içki değişimler olmak gerek ya da gene de işte dıştan nasıldır bir baskılar neticesinde olabilir bu. Teşekkürler. Çok sağ olunuz. Başka yolu yok. Çok sağ olunuz. Bu sefer siyaset hakkında laf ettik. Başladık nihayet. Başladık nihayet. Gelecek yayınlarımızda devam ederiz. Teşekkürler Bekir ağa bizle bağlanğanız için. Bekir Mamut, Kırım Tatar Milli Meclis azası saygılar arkadaşlar ve Kırım gazetasının baş muhariri bizle canlı bağda edi. Men ise bu bölükni yekunlemek mecburiyetindeyim saygılar arkadaşlar. Birkaç saniyeden sonra, birkaç dakikadan sonra sizlerini Zaman informasyon programması karşılay. Urenya Seytumerova meslektaşım sizlerini selamlayacak. Seyriyetiniz görüşkence.